Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о взаимодействии избирательных комиссий и правоохранительных органов, а также обсудим способы обращения с жалобами и заявлениями и мониторинг этих обращений. У нас в гостях эксперт по избирательному праву Мамытова Канышай Булатбековна. Здравствуйте. Вот такой вот вопрос. Давайте уже сразу в самом начале нашей беседы расставим все точки над «и». Хотелось бы подробнее остановиться на вопросах взаимодействия избирательных комиссий и правоохранительных органов и узнать, каким образом это взаимодействие осуществляется. Вопрос взаимодействия в период выборов между правоохранительными органами и избирательными комиссиями, безусловно, он очень важный, и это взаимодействие оно осуществляется, естественно, в двустороннем порядке, то есть, как мы уже говорили, правоохранительные органы по результатам рассмотрения какого-то заявления о нарушениях собирают материал, и после того, как они видят, что по результатам материала есть причастность кандидата, либо политической партии к какому-то нарушению, они этот материал передают в избирательную комиссию для того, чтобы избирательная комиссия в рамках своей компетенции принимала решение. Ситуация может обстоять и отличным способом, то есть в обратную сторону идти. Допустим, по результатам итогов голосования на каком-то участке выявилось, что был вброс избирательных бюллетеней. Избирательная комиссия, как уполномоченный орган, отменяет итоги голосования на этом участке, но она не смогла установить, кто был в этом виноват. И в этом случае, получается, она в обратную сторону передает материалы в правоохранительные органы для того, чтобы они установили, кто же все-таки вбросил эти бюллетени и каким образом. То есть взаимодействие оно может осуществляться вот в таком вот двухстороннем порядке, когда от решений, принимаемых тем или иным органом, зависит решение последующего органа. И в этом вопросе очень важным также является механизм координационных групп оперативного реагирования. Вообще мы их начали применять с 2016 года, но законодательное закрепление они получили в 2019 году, когда вот уже в закон были внесены о них упоминания. Что такое КГОР? КГОР – это те группы, которые создаются как на уровне Центральной избирательной комиссии, так и на уровне территориальных избирательных комиссий. И в эти группы оперативного реагирования входят представители самой избирательной комиссии, руководители правоохранительных органов на соответствующей территории. Вот, допустим, в КГОР ЦИКа входят замминистра МВД, замгенерального прокурора и так далее. Туда входят сотрудники правоохранительных органов, органов национальной безопасности, представители органов местного самоуправления. Почему вот этот механизм КГОР он стал настолько востребованным, и он часто, вот, наверное, прошедшей кампании, вот все время слышим КГОР, КГОР, КГОР. Потому что, как я уже говорила, бывают заявления, когда есть уже доказательства нарушения, есть понятно, кто занимался этим нарушением, там видео, фото, а бывают сигналы. И в этих случаях получается, когда человек обращается в избирательную комиссию и говорит, что на территории какого-то населенного пункта идет подкуп избирателей. Что делает Центральная избирательная комиссия? Она вот этот сигнал она отдает в КГОР ЦИКовский, да? А КГОР ЦИКа уже, получается, отправляет его по месту вот этого возможного совершения преступления, в город Ош, к примеру. Да? А в городе Ош, в ТИКе есть свой КГОР, куда входят руководители правоохранительных органов, и они начинают оперативно вот этот вот сигнал отрабатывать, то есть проверять, на самом ли деле такое нарушение имело место, если да, то кто нарушал, как, где, что, почему, то есть собирать материал. То есть вот этот вот механизм КГОР, это по сути механизм, который позволяет в связке избирательным комиссиям и правоохранительным органам четко, оперативно и эффективно рассматривать поступающие сигналы о нарушениях. Спасибо большое. Вот сигнал о нарушениях поступил, в общем, есть некий факт нарушения. Существуют ли какие-то особенные процедуры, когда субъект обращается с заявлением в избирательную комиссию, может быть, какие-то другие процедуры, а может быть, такие же, когда субъект обращается с жалобой или заявлением в правоохранительные органы? Я так понимаю, здесь речь идет о путях, да, обращения? Каким образом, да, пути обращения? Самый стандартный, который знаком всем нам, это прийти ножками, оставить заявление в самом органе. Но вот благодаря работе Центральной избирательной комиссии при поддержке международных доноров, Европейского союза, ПРООН, ОБСЕ, на самом деле у ЦИКа сейчас очень много ресурсов, которые позволяют, не выходя из дома, обращаться с заявлениями, жалобами. То есть вы имеете право, допустим, на сайте Центральной избирательной комиссии есть такой клик «Подать электронное обращение». То есть, сидя дома, вы можете с таким электронным обращением обратиться. Есть телефон горячей линии.
допустим, у вас нет под рукой компьютера, но вы можете позвонить, продиктовать, сказать, что вот там-то вот такая-то партия вот сейчас на такой-то улице раздают продуктовые пакеты. Таким же образом есть WhatsApp-канал рабочих групп Центральной избирательной комиссии, есть тот же самый WhatsApp-канал той же самой координационной группы оперативного реагирования. То есть все вот эти пути подачи заявления, они направлены на то, чтобы любой субъект, который хочет обратиться, он мог максимально быстро, эффективно, с наименьшими для него затратами, там, времени, нервов и так далее, обратиться и сообщить о каком-то нарушении. Я думаю, это очень позитивно. Практика показывает, что люди, избиратели этим активно пользуются. Вообще, я бы хотела сказать, что вот выявление многих нарушений на последних выборах, оно стало возможным именно благодаря активной позиции самих граждан. И это радует, потому что это говорит о том, что люди уже больше не хотят, но не могут уже мириться со всем этим. Есть граждане, которые вот их это возмущает, у них это уже накипело, и они начинают вот обращаться сами уже с заявлениями, не ждать кого-то. И вот для них вот есть вот такого рода пути обращения. Действительно, вы очень правильно заметили, что у нас гражданское общество очень активно. Именно поэтому с таким пристальным вниманием каждый раз представители гражданского общества следят за выборами, за избирательными кампаниями. В этой связи считаю очень важным задать свой следующий вопрос. Где можно найти информацию о заявлениях и жалобах во время выборов и результатов их рассмотрения? Это также очень замечательный ресурс, есть на сайте Центральной избирательной комиссии. Вообще там много ресурсов полезных, там ресурс Измей, на котором вы можете проверить в списках избирателей, и вообще там посмотреть список избирателей по каждому участку, даже кто проголосовал после дня голосования, можете посмотреть о кандидатах. И относительно жалоб и заявлений есть такой ресурс, называется «Реестры». Он также есть на сайте Центральной избирательной комиссии. Если вы на него кликаете, то вы видите, что там есть реестр самой Центральной избирательной комиссии, есть реестры ТИКов, УИКов. Вы открываете этот реестр, и вы конкретно видите, допустим, заявление Иванова о факте подкупа со стороны политической партии «Ромашки». Там коротко описывается, о чем обратился Иванов. Ниже нажимаете на кнопку «Подробнее», прикладывается скан заявления, вот этого заявления Иванова. Дальше вы видите результаты рассмотрения, там, какое решение приняла Центральная избирательная комиссия, скан этой версии решения. Дальше, было ли она обжалована в суде, если да, то какое решение принял там административный суд, Верховный суд и так далее. То есть вы, открыв вот этот вот реестр, вы видите цепочку движения жалобы. Какой орган, какое решение принял, сразу эта жалоба там прикрепляется. И это, я думаю, очень полезный ресурс, который позволяет всем активным гражданам, наблюдателям мониторить, каким образом избирательная комиссия рассматривает поступающие заявления, жалобы. Безусловно, это очень важно. То есть благодаря кропотливой работе, современным технологиям можно наблюдать за выборами практически в режиме онлайн. Да. Это очень важно. Большое спасибо за сегодняшний разговор. Это было очень познавательно. Благодарю вас, как всегда, за наши интересные беседы. Спасибо. Спасибо большое.